Главной целью правительства является улучшение условий жизни граждан. В этом направлении в последние годы реализуются программы ипотечного жилищного строительства. Анара Молдоева, проработавшая в музыкальной школе более 30 лет, недавно переехала в двухкомнатную квартиру, построенную государственной ипотечной компанией. Времена, когда мы жили в съемных квартирах, остались позади, с радостью говорит бишкекчанка. Вот, заходим в коридор, сразу кухня тут. Мы вот только что заказали кухонную гарнитуру, вот нам рабочие сейчас устанавливают кухонный гарнитур. Дальше вот проход у нас такой большой, и сразу заходим в зал. В зале мы пока еще не обустроились, шторы повесили, стол взяли, и тут будет мягкая мебель в скором времени уже заказали, на заказе сейчас. Дальше проходим. Здесь у нас спальня. Также у нас пока еще до конца еще не обустроено, точно так же. Мы пока шторы и шкаф с этими заказали. И в дальнейшем тоже ожидается поступление мебели. И вот встала в очередь и терпеливо ждала, пока эта очередь. Да, до этого мы снимали квартиру, в съемной квартире жили. У меня 3 детей. Вот. И муж тоже государственный работник, он тоже прослужил 30 лет в государстве. Он эколог. Государство нам предоставило такую программу, где можно было без первоначального взноса, как говорится, да, получить доступное жилье. И это нас очень обрадовало. И когда нам сказали, что вы можете получить ключи от квартиры, радости, конечно, не было предела. Кроме этого, Анара Молдоева отметила, что теперь она не боится ипотеки, потому что в прошлом году всем сотрудникам бюджетных организаций, в том числе работникам культуры, подняли зарплату в разы. По этому поводу я тоже могу сказать и поблагодарить наше государство, которое заботится о нас. До 2023 года заработная плата учителей была около 20 тысяч сомов. Максимум, да. А после 2023 года, когда повысили зарплату учителям, в данное время я получаю около 40. С удовольствием, как говорится, ходить на работу, потому что, как вы сейчас понимаете, я возьму случай из своей жизни, да, снимать квартиру, жилье снимать, да, при этом еще детей обучать, да. Хорошо, что у меня еще есть муж, и который тоже работает. И было сложновато, конечно, да. А после заработной платы намного облегчилась наша жизнь. В 2022 году зарплату учителям подняли на 80%, а STEM-преподавателям на 100%. Заработные платы и социальные льготы учителей, сотрудников правоохранительных органов и врачей выросли в разы. С сентября прошлого года заработная плата служащих выросла на 50%. Например, если ранее молодой специалист получал 11 264 сома, то после повышения его зарплата увеличилась до 16 517 сомов. Опытные врачи стали получать от 16 517 до 25 304 сомов, а семейные врачи от 22 716 до 34 056 сомов. Қошымша қаржы бұлақтары тауылып, мұғалімдердің емгек ақылары сезілерлік деңгейде көтерілді. Были найдены дополнительные источники финансирования, и зарплата учителей значительно увеличилась. Не ошибусь, если скажу, что это стимулировало их энтузиазм и активную работу. Государство стало уделять особое внимание процессу разработки новых методов обучения для развития науки. Наука и инновационное производство должны быть тесно связаны, а конкуренция должна занимать значительное место в экономике. В связи с этим был издан указ, согласно которому 5 вузов страны получили особый статус. Поэтому необходимо быстро превратить эти учебные заведения в научные центры, достойные инноваций и конкуренции. Кроме того, мы смогли активно участвовать в международных мероприятиях и привлечь внимание мирового сообщества, доноров и финансовых институтов к Кыргызстану. Таким образом, за последние 4 года заработные платы в Кыргызстане значительно выросли. Основная причина – позитивные изменения в экономике. Эрмек Уренкеев, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.